Премьер Сергей Такоев сегодня встретился с представителями французской и итальянской гуманитарных ассоциаций, которые оказывали помощь детям, пострадавшим в Беслане. Председатель правительства республики подчеркнул, в трудный момент осетинский народ поддержали десятки стран. Одной из первых была Италия. Мы прекрасно помним первый гуманитарный самолет, который взлетали. Мы помним эти тысячи зажженных свеч на площадях итальянских городов. Площадь детишек Зоны, площадь детей во Флоренции, памятник в Сан-Марино. Письма со словами поддержки в эти дни приходят в Беслан со всего мира. Делегация из Италии привезла с собой послание от Папы Римского. «Я выражаю свою близость и по-отечески обнимаю вас, ребята, ваших близких и близких всех жертв. Я понимаю, какая большая рана была нанесена вашему сердцу», говорится в письме. Помощь пострадавшим сразу после теракта оказывала и итальянская ассоциация «Помогите спасти детей». 63 бывших заложника тогда 2 месяца пробыли в Италии. На этом члены организации решили не останавливаться. Мы хотели больше помогать осетинских детей из Беслана. И поэтому начинал с группы психологов университет Падуа. Это самый важный университет для психологов в Италии. Проект за реабилитацию, психологической реабилитации здесь, у вас в Беслане. Мы продолжаем работу 5 лет. И закончили этот проект 3 года назад. Однако и после реализации проекта работа зарубежных гуманитарных ассоциаций в Беслане не закончена. Они продолжают поддерживать связь с руководством города и республики. И каждый год в первых числах сентября они приезжают к разрушенной первой школе, чтобы почтить память тех, кто погиб в чудовищном теракте. Яна Гайгиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.